Большая, 14 душ. Здесь только младшие. А старшие ушли на работу. Вступайте. В колхозе ваше место. Не знаю. Эх, ты боишься быть первой, да? Меня запиши. Значит, Базель первая. Ну вот, девчонка нас остранила. Она смелее нас. Здравствуй, Садак. Фу, шайтан. Ты принесла несчастье в наш аул, уходи отсюда. Не оскверняй моего порога, слышишь? О, Аллах, неужели ты не хочешь покарать эту русскую? Будь ты проклята! Ты, комсомолка, поди прочь с моего двора. Мы пришли поговорить с вашими женами. Моя единственная жена Садак. С ней можешь говорить. С ней нам не о чем разговаривать. Мы пришли к младшим женам. Комсомолка. Моя жена Садак, а больше жен у меня нет. А сонная Агуль? Иди, поговори. Входи в дом. Пожалуйста, входи. Мир вам, женщины. Вы купили себе 4-ю жену? Что ты говоришь? Какая жена? Это дочь моего брата. Она приехала погостить. Агуль, ты его родственница? Да, я его родственница. Суна, ты тоже? Да, родственница. А вы слышали о новой жизни женщин? Я была в городе, и мужчины разговаривали со мной как с равной. Они слушали меня с уважением. А скоро я поеду учиться. И сама стану учительницей. И ты, девочка, я не знаю твоего имени. Гульджамал. И ты, Гульджамал, поедешь учиться. Агуль, Сана, пойдемте в наш колхоз. Ваша жизнь станет другой. Вы будете работать на себя. Вы никогда не будете нуждаться в милости Миле. Хватит! Садак! Идемте со мной. Врач! Ах ты бесстыдная! Как ты смеешь безобразничать в моем доме? Сейчас же вон отсюда! Убирайся вон, гадина! Сестра, Вы что, уставились? забери меня отсюда. Меня хотят выдать за этого старика. Я боюсь его. Миле, ты что стоишь? Гони ее отсюда! Вон негодяйка! Вон из моего дома! Миле, помоги мне! Помоги! Задуши эту комсомолку! Миле! Пусти!
Ой, папенька, Айна, не оставляй меня здесь. Я с тобой. Помогите! Люди, помогите! Эти разбойники уводят моих жен! Моих жен! Какие жены? Ведь это же твои родственницы. Они народ грабят. Нужно их наказать. Аллах тебе... Не грозись, Али! Не пугай нас! Ты под суд пойдешь за свои дела. Меня под суд? Аллах, покарай! Настали черные дни, младшие жены меня не слушают. Горе мне! Эй, председатель, знаешь, что у тебя в колхозе? Бегаешь где-то со своим жиганом. Ты что, ослеп? Не видишь, что творится? Ты лучше молчала, женщина. Молчу. Молчу. На, возьми, на. Надо врача. Это из-за тебя они чуть не погибли. Это ты послала Ину на смерть. Скажи, что тебе нужно от наших женщин? Оставь их в покое! Ничего ты не понимаешь, Хаджон. Я отнял жену, а завтра и у остальных. Ну какие они ему жены? Они у него жили как рабыни. А у нас не должно быть рабынь. Больше я не хочу быть рабыней. А вы теперь не рабыня. Значит, и я человек. И в колхоз тоже можно записаться. Ну, конечно, можно. Я пойду в колхоз. И меня запиши. И меня. Хорошо. Ну нет, колхоз не записывают. Колхоз принимают. Колхоз только я могу принять. Не ты, а собрание. Правильно. Успокойтесь! Тише, товарищи Дайхани! Скажите, я создавал колхоз? Ты, конечно, ты. Так, верно. Председателем кто меня избрал? Разве не вы? Товарищи, колхоз развалится. Не могу видеть, как гибнет дело, которому я отдал свою жизнь. Из колхоза кое-кто хочет уйти. Вот до чего дошло. Тахыров разваливает колхоз. Он присвоил себе власть. Лезет в председатели. Никого не слушает. В колхозе двух председателей быть не может. Должен остаться кто-то один. Решайте сами, я или Тахыров. И Тахыров! Народ ценит умного председателя. А какое от тебя прок? Пугаешь всех и только. Раньше ты по-другому работал, а сейчас нос поднял. Кто будет отвечать за эту историю? Я, Хаджом, вот что скажу. Мы Тахырова узнали, и весь народ ему доверяет. Пускай каждый скажет. Правильно говорит. А сейчас, товарищ, надо работать. Чем ему пировать некогда? Пошли. Сам виноват. Радуйся, ты же этого добивался. Никогда. Врешь, Тахыров. Послушай, я же ведь тебя вижу насквозь. Ты же нарочно настроил Дайхан против меня. Подожди. Да неужели ты на самом деле так думаешь?